Мир вам и милость Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля. Джамагат, многие люди интересуются, как же найти себя и как построить цель жизни. Джамагат, мы должны понимать то, что это территория испытания. Аллах Субхану ва Тааля для каждого из нас дает испытания. Но Аллах говорит как? Аллах терпеливый. И Джамагат, на своем примере могу рассказать то, что я зрение потерял с 6 лет. Вначале 3 месяца я лежал в коме, а после комы, как стал на ноги, через 5 дней зрение потерял. И родителям еще была сложность, то что в этот момент сестренка рождается. И вот либо радоваться родителям, либо плакать. Но мудрость родителей, то что папа целый день является добытчиком, а мама брала сестренку в руки, меня под руки брала, выводила на улицу, показывала каждый угол дома и отпускала самого. Я падал, плакал, вместе со мной она рыдала, опять отпускала. А после стала одного отпускать на улицу. Но тут опять испытание Аллаха Субхану ва Тааля. Соседи меня приводили домой и кричали: ты что делаешь с ребенком, почему ты отпускаешь его одного? Но мама, понимая то, что это будет необходимость, опять меня отпускала одного. Как адаптировался вокруг дома, меня стали сажать в транспорт, кто-то встречал из транспорта. До транспорта сам стал доходить. И дальше уже сам полностью стал адаптироваться. И вот это мне помогло в жизни продвигаться полностью самому по всей России. В дальнейшем, альхамдулилля, школа, музыкальная школа поспособствовала моему развитию. После, альхамдулилля, на пути Аллаха, в сфере ислама я стал продвигаться вперед. Окончил Казанский исламский колледж под названием Аллаха, Мадраса Мухаммадия и Российский исламский университет. А чтобы дальше стремиться работать над собой, возможность была работу найти, трудиться, стараться. И вот, джамагат, это слова Аллаха. Думая о жизни, не забывай о вечности. Стараясь для вечности, не забывай про мир иной. И вот, джамагат, подытоживая рассказанные мною моменты, я могу привести один пример. Был один король, он призвал 3 слуг и сказал: вот вам фруктовый сад, каждому из вас мешок. Набирайте желаемых фруктов. Ваша задача, чтобы мешок был наполнен полностью. Хорошо, первый человек принес только качественные фрукты. Второй половину мешка хорошего, а половину то, что попало. А третий взял, камней наполнил. Говорят, все равно король не заметит, не оценит. Пришли на оценку короля, а король вместо оценки что сделал? Указал на своих слуг и говорит: вот этих 3 людей заприте по отдельным тюрьмам. Месяц держите там без съестного, пусть питается из своего мешка. А результат какой вышел? Первый человек вышел в отличном состоянии, говоря: если бы задача короля была бы 10 мешков, и 10 мешков такого же результата набрал. То есть трудись, старайся, не ленись, результата добиться можно. Второй полуживой, полумертвый, на у третьего итог понятен. И это говорит о чем, джамагат? Мы своим рождением из рук самого Творца нашего, Аллаха Субхану ва Тааля, берем мешок под названием жизнь, проживая каждый день, стараясь, делая благой труд, мы наполняем свой мешок. А проявляя лень, джамагат, мы опять-таки наполняем свой мешок, но уже камнями. Тогда же Аллах Субхану ва Тааля каждому из нас наполнит мешок должным образом. И из этого мешка исчерпывать и в этой жизни благо Аллаха, и в вечности увидеть благо и баракат Аллаха. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.